случае наступления экстренной ситуации, например, пожара в доме, спецтехника запросто снесет стрелку на пути. При этом компенсация потраченных на монтаж средств, а это порядка 50 тысяч рублей, жильцы не получат, так как действовали без разрешения. А если машина пожарных в результате тарана отметится повреждениями, то на инициаторов установки шлагбаума может быть подан иск с целью возмещения материального ущерба. Понять, конечно, можно, но простить нет, ведь шлагбаум на въезде во двор устанавливают, чтобы придомовая территория не превращалась в бесплатную спонтанную стоянку для всего района, а самые маленькие жильцы смогли весело и безопасно проводить время на свежем воздухе. Наряду с этой проблемой стоит и вопрос лифта, а точнее его установки с чипами. Если свыше 9 этажей, должно быть не менее 2 лифтов. Один из лифтов должен быть длиной или шириной не менее 210 сантиметров для того, чтобы можно было человека на носилках скорой помощи транспортировать с помощью лифта. И площадка перед лифтом должна быть не менее 2,5 лифтов. А вот этот квартирный дом можно назвать образцовым. Шлагбаум здесь стоит по всем правилам безопасности. Его установили с согласия всех жильцов. Магомед Лианов живет здесь уже 4-й год. Говорит, это меры ради спокойствия. Помимо этого еще мы вот поставили видеонаблюдение, круглосуточное видеонаблюдение. Вот с этой стороны у нас вот мы повесили вот щит. Вот на щите у нас написано ключ экстренного открытия шлагбаума при ЧС для служб 01, 02, 03, 04. У ящика здесь лежит механический ключ. Этот механический ключ экстренный случай бывает, свет выключается, свет таин при погодных условиях, погода толкач, свет объединяет. Любой хатвидочный транспорт и экстренная служба хатвидочного транспорта или механическим ключом открывают шлагбаум и проезжают. И шлагбаумы открыты стоят до тех пор, пока опять не возобновится электричество. Проект размещения ограждающего устройства включает в себя указания на точное место размещения, его тип, размер, внешний вид. Однако производить монтаж шлагбаума можно только после согласования с муниципалитетом и уполномоченными госорганами. Администрация города, в свою очередь, выезжает, смотрит, выносит представление собственникам жилья о недопустимости проведения таких видов работ. Все это будет делаться, наверное, через суд. Данная работа продолжается и будет проводиться. Сотрудники городской мэрии и МЧСники предупреждают, штрафовать будут всех виновных. Если созданы ТСЖ, то штрафуют собственников. Не собственника, а ТСЖ. А также штрафуют собственников объектов, которым загромождены или есть препятствия подъезда спецтехники. В этом случае жителям необходимо нанять охранника, который будет следить за шлагбаумом и вручную открывать доступ в случае необходимости, а также установить видеонаблюдение с круглосуточной диспетчерской. Хавагагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.